Здесь собрались дети всех возрастов и с разным уровнем подготовки, от опытных художников до совсем начинающих. Повод важный — подводит итоги конкурса на лучший рисунок, посвященный 81-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Киргизию. Ну а пока жюри совещаются, для детей проводят краткую историческую сводку о событиях того времени. Эта дата, 23 февраля 1944 года, стала трагической для нашего народа, поскольку в этот день были депортированы наши отцы, деды, весь наш народ, и они оказались на долгих 13 лет в депортации. Из рассказов старших ребята знают о событиях тех лет. Сулейману Мурзабекову бабушка рассказывала, что даже в самые трудные времена была надежда на лучшее, а люди поддерживали друг друга. Поэтому парень попытался изобразить на своем рисунке это чувство, которое не покидало наших предков ни на миг. Я нарисовала картину, которая была в день депортации. В этот день всем ингушам, чеченцам, мусульманам было плохо. Это было в 1944 году. В честь этого я нарисовала эту картину. Настоящее разнообразие стилей и техник. Жюри оценивает работы по нескольким критериям. Это соответствие теме, композиция, художественное исполнение и эмоциональное воздействие. Так, через искусство дети могут лучше понять и осмыслить сложные исторические события. Их рисунки — это не просто изображение, это выражение чувств, попытка передать переживания целого народа. Взрослые рассказывают, а ребенок уже в своих картинах, рисунках пытается отобразить именно вот в том виде, в котором он себе это представляет. Поэтому даже если понаблюдать, сама тема, она, конечно же, бесспорно, она отображается во многих рисунках. А вот что касается композиции, вот здесь надо сказать, что дети, они достаточно ярко, хорошо себе представляли эти события. Организаторами конкурса выступил Центр культуры, спорта и туризма Магаса. Такие мероприятия формируют бережное отношение к исторической памяти, традициям, культурному наследию региона. В процессе участвует аж 3 поколения людей, которые уже, собственно говоря, родились и выросли после этих всех событий. Поэтому вот самое младшее поколение вот этих детей 5, 6, 7, 8 классов, главной целью было именно вот напомнить детям вот так живо, через те формы, что им близки, вот форму художественного, скажем так, выражения, через рисунки, напомнить им о том, вот, что происходило в те самые холодные февральские дни 1944 года. Выбрать 3 лучших из порядка 30 участников непросто, ведь каждый ребенок вложил в рисунок частичку души, свое понимание этой трагической страницы истории. Юным, но при этом талантливым мастерам кисти вручили грамоты и подарки. Первое место в конкурсе заняла Салима Вышегурова. Присутствовать на церемонии награждения она не смогла, но ее трогательная работа никого не оставила равнодушным. Амина Зязикова, Магомед Индиев, Магас 24.